позиции. Я сказал, введение визы означает, что мы не будем давать визы им, и они останутся дома. Но мы знаем, что у нас есть потребность в дешевой одежде, фрукты, овощи, какие-то еще, продукция какая-то. Мы там у них купим все это. Там они будут работать, у себя. Поэтому они не пострадают. И второе. Вы говорите, военная база. Штукатурят стены, а мы их привозим сюда и собираем. Сейчас они, ваши друзья, таджикские коммунисты, снова взвинчивают цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую. Знать, что у России есть деньги, платите больше. Вот мы им и говорим, не будем вам больше платить. И прекращаем принятие ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его, как Наджибулу, повесят в центре города Душанбе. Не переведи Господь. Тогда они уже стучатся в кремлевские двери и говорят, хотим в таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан. Они все вступят, и тогда по условиям таможенного союза, но при этом на них будут какие-то ограничения навешаны, вот тогда мы не имеем права вводить визы, как Казахстану и Белоруссию. А перспектива окончательная, то, о чем вы всегда мечтали, Анпилов, воссоздание СССР, только без слова советский и социалистический. Союз свободных, суверенных республик, СССР, столица Москва. Но я всю жизнь отдаю тому, чтобы восстановить. А мы не отдаем всю жизнь. А вы не хотите, вам деньги интересуют, а не Советский Союз. Простите, а когда вы отдаете всю жизнь, вы ее кому отдаете? Я ее отдаю своему народу, в первую очередь. Понятно. Народ это знает? Сидит в подвале и живет за счет народа. Меня всегда пугает, когда... меня пугает, когда люди отдают свою жизнь. Это знаете, как